Хэди Азеева поделиться своей кровью решила впервые. До этого и мысли о том, чтобы ее сдать, не возникало. Ведь сам процесс представлялся женщине слишком сложным и болезненным. Но обстоятельства заставили ее поменять свое решение. Меня попросили в больнице в Малгобеке. Я своему отцу сдаю кровь. Первично. И потом тоже буду сдавать, если надо будет. Срочно нужна кровь для больного. Увидев это короткое сообщение с криком о помощи в одной из социальных сетей, Мовсар Богатырев просто не смог пройти мимо. Ведь у него как раз необходимая группа. Мовсар – донор со стажем. Очень надеется, что сможет спасти чью-то жизнь. Я знаю, что в последнее время участились вот это положение, нужна кровь часто очень. И пришел сдавать за счет этого. А сегодня в Инстаграме просто увидел объявление, что первый положительно нужно, и пришел. Откликнуться на беду и спасти чью-то жизнь каждому третьему жителю Земли хоть раз требуется переливание. Потребность в обычной крови растет с каждым днем. К слову, сегодня на просьбу медиков откликнулось порядка 25 доноров. Каждый из них может спасти до 3 человек. Если, конечно, врач не выявит какие-то отклонения на этапе анкетирования, будь то хронические заболевания или оперативные вмешательства. Процедура, она обязательна для всех доноров, потому что может случиться так, что у него лабораторные показатели в норме, но бывают такие отклонения, как хронические заболевания, или же по возрасту, по весу он не подходит, либо он покушал что-то не то есть нарушение донорского режима. И сразу такой донор, он не проходит у нас. Герои, которые не носят плащей. По данным Минздрава, ежегодно в стране сдают кровь более 1 миллиона человек. Вот только в период пандемии эти цифры заметно сократились. Ведь многие, кто обычно помогает больницам, находятся на самоизоляции. Коронавирус, может, и не совсем обескровил донорскую службу, но активность тех, кто ее сдает, упала практически на 50%. Поэтому врачам пришлось бить тревогу, чтобы изменить такую статистику. Отклик у нас есть всегда, но, к сожалению, в связи с тем, что пандемия, изоляция, она дала свои результаты в том плане, что мы никак не можем сформировать хорошие запасы для того, чтобы оказывать помощь нашим больным. В пятницу мы призывали через социальные сети приходить к нам доноры всех групп абсолютно. Достаточно много людей откликнулось. Сегодня у нас есть как наши повторные доноры, так и много доноров, родственников сегодня к нам обратилось. Поэтому уже по итогу дня будем после обследования, после переработки, будем уже знать, какие компоненты у нас сегодня появились, что больше, что меньше. Если в обычное время в донорской службе наблюдается дефицит только определенных групп крови, то сейчас не хватает всех 4. Чаще всего кровь и ее составляющие требуются для экстренных операций и онкологическим больным, которым после химиотерапии переливание приходится делать несколько раз в неделю. Потребность очень высокая в республиканской клинической больнице, у нас высокая потребность в перинатальном центре, очень высокая потребность для онкогематологических больных. Кроме того, что мы заготавливаем эритроциты и плазму, у нас высокая потребность еще в тромбоцитах для онкологических и гематологических больных. Это достаточно тяжело заготавливать этот компонент, только исходя из того, что доноры должны быть регулярные, и донор, который перенесет эту процедуру цитофереза. Сдавать кровь не страшно и даже полезно для собственного здоровья. Снижается риск развития инфаркта и инсульта. А значит, не надо оставаться в стороне в это сложное время. Необходимо помогать тем, кто нуждается в этом больше. Тамара Шагульгова, Адам Далаков, Новости 24.